460 сомов за килограмм. Такими ценами на говядину в Бишкеке уже никого не удивишь. Это реальность. Всего за пару месяцев основной продукт питания подорожал на целых 150 сомов. Цена говядины варьируется от 450 до 500 сомов. И это еще не предел. Цены не снижались вообще. Начиная с января цены только поднимаются и с каждым днем добавляются как минимум по 5 сомов. На данный момент говядина оптом стоит 400-410 сомов. С нашей накруткой доходит до 450-460 сомов. Филе же стоит 475 сомов. Купить филе для пенсионерки Гулюм удовольствие не из дешевых. Пенсии в размере 7000 сомов едва хватает сводить концы с концами. Сегодня она купила всего 5 килограммов говядины, а это уже почти половина пенсии. На остальном приходится экономить. Сегодня я получила пенсию в размере 7000 сомов. Почти на 3000 взяла мясо. На оставшуюся сумму придется выживать еще месяц. Если так рассуждать, то такая сумма в нынешнее время ни на что не хватает. В нашем возрасте нужно хорошо питаться. Откуда нам брать деньги на эти нужды? Сейчас мы государству ненужными стали, если так посмотреть. Кроме того, в стране стремительно растут цены и на другие продукты питания. Особенно подорожали куриные яйца, подсолнечное масло и сахар. К примеру, растительное масло, если раньше 5 литров мы продавали по 750 сомов, то сейчас оптом покупаем по 750. Плюс еще сахар подорожал. 50-килограммовый мешок сейчас по оптовой цене стоит 2850 сомов. 1 килограмм в розницу стоит 60 сомов. Было бы хорошо, если цены регулировались со стороны государства. В столице реальные доходы горожан значительно сократились. В совокупности бишкекчане в этом году могут позволить себе намного меньше покупок, особенно продуктов питания. Жители столицы в полной мере ощутили на себе резкое повышение цен. Горожане поделились возмущением, сравнивая стоимость масла, яиц и других подорожавших продуктов тогда и сейчас. Поднялись, все поднялось. Масло растительное, куда подняли вообще? Мы вот пенсия 5000, все поднялось, мы ничего купить не можем. Сахар 60 сомов, а был 40 с чем-то килограмм. 60 сом, масло растительное 150, 135, 140 бутылка масла, а был дешевле. Мысалы келсең азыр 5000 менен келсең дагы бир нормальный продукт алып кете албайсың. Доллар көбөйтү деп эле, көтөрүлдү деп эле мына мисалы. Продуктаны кымбаттатып атат. А биздин зарплаталарыбыз баягыдай эле, эч өзгөрүү жок. А буда эмне болот эми? Кандай жашоо болот? Мен алган айлыгыма туура келбей атат да. Базарда кымбаттап атат, баалардын баары кымбаттап атат. Между тем, в антимонопольной службе отметили, что все социально значимые продукты являются продуктами рынков с развитой конкуренцией, и вмешательство государства в ценообразование на этих рынках в настоящее время не допускается. Также в ведомстве отметили, что если цены за месяц вырастут до 20%, то только тогда антимонопольная служба имеет право вмешаться. Государство не остается в стороне, мы ситуацию держим под контролем, мы анализируем и смотрим за этими рынками постоянно. Со стороны антимонопольного органа вносятся предложения и в правительство, и в другие уполномоченные органы, такие как Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики и так далее. Но если при определенных условиях, например, при повышении цен на 20% и более в течение месяца, может быть правительством введено государственное регулирование цен. Напомним, решить проблему высоких цен правительство пытается за счет сельскохозяйственных ярмарок с оптовыми ценами, а также через поставку продуктов напрямую от импортеров и производителей. Однако, по признанию самих властей, стабилизировать ситуацию пока не удается. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.